Советский Союз был самой интеллектуальной страной, где очень высоко ценилось искусство, поэтическое слово. Наш герой – инженер по первому образованию, но круто поменявший свою судьбу. Видимо, этому способствовала романтика времени, романтика дальних территорий. Мы решили вас познакомить сегодня с Михаилом Юрьевичем Шишиным, одним из самых титулованных российских искусствоведов. Михаил Юрьевич живет в Барнауле, член-корреспондент Российской академии художеств, доктор философских наук, директор Института комплексных исследований Большого Алтая. Вы коренной алтаец? Я родился на Алтае, вот. Я русский по происхождению. Как и многие русские, мои родители приехали на Алтай. Вот. Я считаю себя алтайцем. И есть некая такая специфика, которая накладывает на это отпечаток. То есть если представить себе, что есть гений места, есть гений места, Алтай, он обрежается в разные одежды в Китае, в Казахстане, в Монголии, в России. Это гигантская страна. Да. Якутия еще только начинает познаваться, точно так же и Алтай. Есть какая-то перекличка. Мне кажется, Алтай на букву А, Якутия на букву Я. Это фактически мы охватываем полностью алфавит. И между этими двумя буквами вся остальная культура. Гумилев, он абсолютно прав, что Алтай – это большой трамплин, да, большой некий такой вулкан, гейзер, который выбрасывал народы. То есть народы собирались на Алтае, потом толчок, и они уходят вплоть до Запада. Миссия Алтая, как такого гейзера, который исторгает из себя и привлекал к себе все время. У Николая Константиновича Рериха есть замечательная строчка: «По Алтаю прошли и оставили следы бесчисленные племена народов». Наскальных рисунки, комплексы, километрами, не просто писаницы, да, а десятки километров сплошной ленты наскальных рисунков, которые можно найти. Это книга, это не то, что книга, это это библиотека гигантская, это еще познавать и познавать. Если погружаешься в него, и уже потом не хочется отрываться никогда. Если не появляется какая-то новая такая тема, которая начинает увлекать, как теперь Якутия. Да? Я первый раз в Якутии, первый раз соприкоснулся, и меня захватывает все. В якутском эпосе есть представление о 9-м высшем небе. Но мне кажется, что я уже на третий день пребываю где-то рядом с этим небом, потому что мне все очень нравится. И я просто чувствую некую общность и некую такой особый якутский дух. Академия художества очень заинтересована сейчас в том, чтобы наши восточные регионы, Урал, Сибирь, Дальний Восток, они получили какое-то новое направление не только в искусстве, но и в науке. Поэтому меня очень просили побывать в Якутии, познакомиться с современной ситуацией в изобразительном искусстве. Очень многое успел узнать. И я не преувеличиваю, что я нахожусь на каких-то больших, высоких небесах от того, что я уже здесь увидел. Я был просто растроган, чуть ли не до слез, когда на родине Афанасия Николаевича вышел ансамбль женщин, и они пели ему благословение. И это, на мой взгляд, не так много академиков в нашей стране, которых бы так помнили и любили. Это очень ценно. Это очень ценно, что значит он не оторван, он воспринимается своим, он находится среди них, и для них это очень важно. И поэтому так все сложилось, что и Афанасий Николаевич для меня открылся просто как невероятная бета-бездна, просто это бездна, бета-бездна, просто это бездна. Мы только начали его узнавать. Это разрыв не слишком велик, как говорится, между его жизнью и творчеством и нами. Он еще наш, а поэтому у нас нет такой глубинной рефлексии. А это будет
чуть, может быть, позже, но либо это вот нужно делать по горячим следам, прямо сейчас говорить о нем и так далее. Поэтому для меня, конечно, и хочется все время. То есть я соприкоснулся с природой Якутии, я побывал на реке Синей. Это невероятное просто вот, вообще по красоте место. Я видел очень много красивых мест, Алтай красивый, но здесь какая-то такая суровая красота, суровая, напряженная, вот, в некотором смысле осиповская красота. То есть для меня теперь вот Якутия, она будет раскрываться именно, вот, наверное, таким образом, вот как он ее чувствовал. То есть мне стало понятнее его искусство. Вот, до этого я листал альбомы, я видел профессионально, что это все очень и очень профессионально. То есть он во-первых, не однообразен. Это, знаете, вот это очень многое. Это очень многое для художника. Я знаю довольно много примеров, когда художник попадает в схему, и он начинает потом вот работать по накатанной вот такой. Хорошо может работать, создавать какие-то интересные даже вещи, но там присутствует схематизм, он всегда новый. Понимаете, вот даже в работах с одинаковым сюжетом чувствуется, что он всегда находит какое-то новое совершенно движение в цвете или вот в композиции. Это вот. Но это можно было почувствовать вот только побывав в Якутии. Он абсолютно якутский художник. Относился, мне кажется, к типу людей, которые любое пространство воспринимают неоднородно. Для обыденного сознания, все, город, да, там еще что-то. Для людей вот этого типа, они его чувствуют как бы прослоенным, это пространство. То есть в нем есть обязательно и обыденное, какая-то вот, совсем простая ситуация. Он, ребенок, лежит в этой замечательной якутской люльке, это ж здорово, понимаете, он восхищен, понимаете, он взрослый человек, сам проживший все это, но он восхищен вот этим вот и миром, и покоем, и вот удобностью этой люльки, вот и так далее. Он с восхищением это пишет. Это обыденный такой вот ряд, вот, которым он находит массу интересного. И он очень хорошо понимал, что есть святыня. Вот, к сожалению, это вот, утрачивая вещь. То есть люди вот в погоне, неким даже истерическом, я бы сказал, состоянии, вот погоне благосостояния, какие-то решения материальных благ, забывается главное, духовное, забывается высшее. Вот, забывается, что в мире должна быть обязательно святыня. Кочевникам жилось легко, но они же всегда вспоминали о чем-то. Они чувствовали природу, они понимали хорошо, что это святыня. Они ведь не делали ничего, не помолившись. Ничего не делали, не помолившись. А мы сейчас утром встали, кофе, яичница, на работу, опять там кофе и так далее. То есть вот во что жизнь превращается? Она становится того же цвета, что и кофе. Вот. Там цвета не стало. Как только уходит ощущение сакральности, вот, святости в жизни, единства, значимости вот, всего в жизни, то жизнь превращается в серо-коричневую массу. Цвет нефти. То, что сейчас и доминирует в мире. То есть мы только обсуждаем там, газ, нефть и так далее, вот, деньги обсуждаем. Вот. Но есть другое. Вот он как раз представитель того другого. Наша республика настолько уникальна, настолько своеобразна в смысле и географическом, климатическом, экономическом и национальном. Понятно, такие традиции народов, как Юкагиры, Эвены, Эвенки и так далее, и чукчи, которые у нас живут, все равно надо учитывать. Кроме того, сколько у нас национальных общин, многие национальные общины, которые у нас работают сейчас, и также считают, что именно в сторону суверенитета нашего, дружбы народов нашей республики, это общая большая сила. Я вот с моими очень близкими друзьями мы написали даже книгу и несколько раз уже развивали о том, что существует, по меньшей мере, две цивилизации. Есть цивилизация денег, нефти и крови, а есть духовно-экологическая цивилизация. Они существуют рядом. И вот для меня вот сейчас Афанасий Николаевич – это вот представитель, который вот знал, формулировал ли он ее, не формулировал, это даже не имеет большого значения.
Но он очень точно вот разделял вот эти вот две грани. И для него сакральная вершина, сакральное место, вот, просто вот отношения людей между собой, как они общаются. Это некая святыня. У него в жизни были святыни. Вот это точно. Я с ним лично не был знаком, но я вот чувствую, что реконструирую, что у него было всегда в жизни вот присутствие святости. Он это знал. Поэтому его обращение к христианству очень естественно. Причем я уверен, что он при этом не терял вот эту свою природную, врожденную, очень такую, ну как бы характерную для якутов, вот связь с природой. Существует всемирная идея, как многие философы говорили, но Бог, перед Ним ты должен отчитываться. Вот долг каждого человека. Человек, пока живет, он среди людей живет, вот для людей живет. Это и есть долг. Достичь высокого профессионального уровня, это не каждому удается, поэтому я очень благодарен прежде всего своей школе, институте имени Сурикова. Лучшие профессора работали и получил хорошую школу. Наполнение всей моей жизни, всех моих мыслей, интеллекта, души, это и есть вот мое искусство. Он в некотором смысле был и пантеистический, но это не очень точное слово, он там больше, чем пантеизм. Ну и плюс еще как бы другие религии, другие. Понимал, что неважно, на каком языке называются одни и те же вещи, главное, чтобы они говорили о главном. И вы видно, как вот он идет там к святыням алтайских лигур, гималайских. Главное, что он при этом удивительно точно ухватывает специфику, то есть перепутать невозможно. И якутские, алтайские и гималайские горы не спутаешь. Даже не то, что по рисунку, а вот просто по особой напряженной фактуре, вот мазку и так далее. Это говорит о тонкости человека. Короче. Тонкий человек реагировал на все это, поэтому у него получалось. Жизнь этой прагматики, в которой мы сейчас живем, оно как бы только чтобы купить, продать. А так-то, тут есть такое выражение «фарфоровые глазки». Ну, то есть человек ходит, смотрит, и он не видит. То есть у него открыты глаза, он смотрит, он видит все, но он не видит. И это настолько объединяет вот душу человека, что просто, когда проходишь по выставочным залам там, или каким-то галереям, и ты видишь вот блуждающие взгляды, вот неспособность проникнуть его, это так становится как-то грустно, что ли. Я поэтому всегда, когда меня спрашивают об искусстве, я всегда рассказываю, потому что иногда бывает, человеку немного же нужно сказать, просто один акцент, и дальше начинает уже разворачиваться вся, так скажем, система, которая заключает в себя произведение искусства. Поэтому это очень важно, чтобы кто-то говорил, во-первых, да, а во-вторых, чтобы человек был настроен на искусство. Театр начинается с вешалки, не случайно. Мы должны вот пройти некие рубежи в театре, чтобы открыться тому, чтобы почувствовать, что это не человек в бумажной там короне, а это король. Вот понимаете, вот, то есть в сознании человека должно произойти вот эта метаморфоза, я должен признать, что это реальность. Это не просто читать произведение искусства, это очень непросто. Этому нужно учиться, к этому нужно стремиться. Но как только хотя бы один раз произведение заговорит с человеком, он дальше оторваться от этого не сможет. Он будет это искать. Я знаю таких вот, даже вот меня очень вдохновляет то, что сейчас стали появляться так называемые профессиональные зрители. Это очень хорошо подготовленные люди. Они очень много читают книг, там, интернет и так далее. Они вот подготовлены уже эмпирически, вот теоретически, и им не хватает иногда вот просто одного слова, двух слов, там, и они начинают видеть, в чем там как бы смысл произведения искусства. А искусство, оно вдохновляет, что вот я даже не понимаю, как можно в наше время жить без искусства. Значит, это просто какая-то серость и унылость. А с искусством все как бы вот начинает... Появляется новое вот измерение. Я рад, что появились вот эти зрители, что появились даже коллекционеры. Чаще всего они просто действуют стихийно. Им кажется, что вот, это надо.
Вот что надо? Вот зачем надо? Ну вот надо собрать такую коллекцию. А некоторые очень хорошие знатоки. И это позитивно, это то, что искусство делает. Ну вот смотрите, Якутск не самый большой город, там, скажем, даже за Уралом у нас. Но у вас сколько картинных галерей-то? Это же просто удивительно. Я сегодня был просто потрясенный коллекцией западного и восточного искусства. И вот тот музей национальный, это отличная экспозиция. Я долго работал в музее, и со временем, как бы вырабатывается такой профессиональный взгляд и профессиональный язык. Ты зашел в музей, да, и от того, как расставлены работы, как развешаны этикетки, как говорят вот там экскурсоводы. Вот 2-3 фраз бывает, вот каких-то нескольких штрихов, и ты понимаешь, перед тобой отличный музей. Это не важно какой. Музей там центральный, большой, маленький, вот просто есть музей. Музей – это источник. Вот это то же самое, сакральное пространство. В Якутии много сакральных мест, вот там Киселя какое место потрясающее. Но музей – это то же самое. Это такой же точно источник смыслов, сакральности и так далее. Я рад, что это в Якутии у вас есть. Я в этом смысле даже завидую. Я хожу еще как музейщик, думаю, молодцы какие. Есть некая фундаментальная основа. И когда этого нет, то искусственно это не создается. Или создается, но очень скоро разрушается. А значит, есть живые родники, которые это все подписывают. Писатели, отношение к писателям, отношение к художникам. Это вот для меня даже не самый... То есть Осипов для меня открылся еще не только в его работах. Важно смотреть работы вживую. То есть вот все самые шикарные альбомы, которые я видел, они все равно хуже, чем само произведение искусства. Вот есть действительно, вот как вы говорите, тайна и магия искусства. Оно говорит произведение, оно действительно говорит. Но нужно говорить с произведением самим. Не торопясь прийти, вглядываться и все время задавать 2 вопроса. Зачем и почему? Зачем появился вот этот человек? Зачем появился? Можно прикрыть этого человека в композиции, или там фигуру, или еще что-нибудь. Если мы увидим, что вся композиция начинает разваливаться, то можно сказать, как гениально эту композицию придумал художник. Или посмотреть просто маленький фрагмент, как написано это, как на палитре смешивались разные краски. Но вот в этой картине снег белый, да нету тут белого совсем. Здесь все, что хотите. Здесь синий, красный, черный, тут все цвета, понимаете? Это настоящая живопись. Осипов, на мой взгляд, очень интересен в том плане, что он осуществил некий такой особого рода синтез. То есть, с одной стороны, он художник абсолютно такой русской реалистической школы живописи. В этом нет никаких сомнений. Как он делает композицию, его рисунки, великолепные совершенно рисунки. Почему рисунок интересен? Потому что это первое откровенное слово художника. Потом будет композиция, потом он будет продумывать и так далее. А вот этот первый импульс, он чрезвычайно интересен. Вот он в рисунке, в композиции, в живописи. Он абсолютно художник русской реалистической школы. Да, которая сейчас все больше и больше начинает цениться. Во всем мире же там произошла такая большая редукция изобразительного искусства. Электронные средства много испортили. Стало казаться, что можно сделать все с помощью фотошопа и так далее. А сейчас выяснилось, что нет. Кисточка в руке художника это ничего не заменит. Как точно так же, как не заменит никогда исполнение музыканта произведения, никакой пластинки. Точно так же, как чтение книги ничто не может заменить. Именно книга должна быть в руках, и когда ты держишь эту книгу, чувствуешь ее размеры, чувствуешь шероховатость страниц и так далее. Там совсем другая же возникает среда. Точно так же и с живописью. Так вот, зная все это, погруженный очень в русскую реалистическую систему, он остался очень якутским художником. Якутским как человеком, который сросся с гением места, он его чувствует. Он чувствует в каждом движении реки, в каждом дереве и так далее. Он его чувствует. Он в этот момент, в некотором смысле молится.
И вот, оставаясь мировоззренчески якутским якутом, да, вот человеком своего этноса, своей культуры, он одновременно взял русскую систему живописи. И вот она оказалась очень вместительной, она оказалась очень пластичной, она не задавила его, она не доминировала в нем, а она раскрылась, вот это ощущение местности, ощущение пространства, своего духа Якутии, он передал. Он мне открылся совершенно по-особенному своим психологизмом. Он очень тонкий психолог, очень тонкий психолог. Причем даже если речь идет о каком-то простом человеке, который безыскусный, какой-то живущий в природе, обыденной своей жизнью, ему достаточно одного взгляда, чтобы его, что называется, прочитать. Это тоже это наша, так скажем, национальная традиция, психологизм. И по наклону головы, по движению рук, по взгляду начинает раскрываться человек, раскрывается психология. Ничего интереснее, чем психология человека, узнать о другом человеке. Мы же все время узнаем. Узнавая другого, мы сами себя узнаем. Мы же все время проводим такое глубокие сравнения, что ли. И это психологизм, его работа, это потрясает. Для него действительно все люди невероятно интересны. Мальчик ли это, Айтматов ли это, понимаете, это все равно кто. То есть он все равно, он ему интересен. Валентин Александрович Серов писал портреты только людей, которые ему интересны. Мне всегда нравилась природа. То есть это было, искусство и природа, они для меня и сейчас становятся, где я безошибочно знаю, что там все нормально. То есть там можно туда, в этот мир входить и там существовать, и получать массу таких замечательных, порой невыговариваемых вещей. То есть невозможно это сказать. Просто поверьте, что там хорошо, и все. Богатство не только в земле, оно на стенках висит. Это же ведь это вечное богатство. То есть кто-то исчерпает, кто-то себя увесит еще 33-м бриллиантом, каким, я не знаю. А это вечное богатство, и оно всем открыто. Как родник. Подошел, напился. В гробу карманов нету. Я не понимаю психологии этих людей. Я очень многим говорю, вы поймите, рядом с Павлом Михайловичем Третьяковым были сотни богатых людей в Москве. Безмерно богатых. Вы по сравнению с ними, это вообще какие-то жалкие пижоны. Вы просто никто. Вы закончили ФЗО, и после ФЗО, пытаетесь заниматься здесь каким-то бизнесом. А Павел Михайлович Третьяков известен всему миру, потому что он деньги вкладывал правильно. Он вкладывал их в искусство, еще и благотворительность же, это надо не забывать. Кстати, был прекрасным бизнесменом, но тем не менее. И это наше безмерное богатство и наша слепота просто ошеломляет. Вот оно рядом висит, просто это уже откровение началось. Вот сейчас идет откровение. Земля действительно это вечная красота. И вечная красота выражается, может быть, и не только в таких мощных проявлениях, это гор, долин и так далее. Конечно, во всем проявляется, скажем, березка, сосна, замечательно, красивое создание природы, замечательно. А когда есть такая мощь красоты, гармонии, есть возможность открыть пространство. Это меня привлекает. Открытость пространства.